Продолжаем дополнять информационную картину воскресенья. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. В условиях санкций правительство Якутии поддерживает строительную отрасль. Разработан план действий. Повод для гордости. Саха-чай представляет линейку продукции, ориентированную на федерального потребителя. Сильнейшие кикбоксеры Дальнего Востока сражаются в Якутске. Лучшие из лучших поедут на чемпионат России. В условиях санкций правительство Якутии разработало план действий по поддержке строительной отрасли. Айсан Николаев провел совещание у Перштаба, где обсудили строительство и реконструкцию объектов по нацпроектам и госпрограммам. В частности, рассмотрен ход текущих работ по кардиодиспансеру, онкодиспансеру, возведение школ по нацпроекту образования, а также благоустройство по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке». В сложившейся ситуации с введением санкций решение надо принимать быстро, полностью менять подходы работы от стадии проектирования до самого строительства объектов, подчеркнул Айсан Николаев, обращаясь к членам правительства и представителям отрасли. В связи с удорожанием стройматериалов правительство Якутии разработало план первоочередных действий по поддержке строительной отрасли. Тем временем в селе Чурапча торжественно завершилось строительство нового трехэтажного дома. Его ввели по федеральной программе переселения из ветхого жилья. Ключи от новых квартир получили 26 человек. В районе в этом году новые квартиры получат еще 187 жителей. До конца года введут в эксплуатацию 50-квартирный дом в райцентре и 16-квартирный дом в селе Мырыла. По данной программе в Чурапчинском районе строят с 2012 года. Благодаря слаженной работе специалистов в 9 наслегах введено более 600 квартир в 28 домах. Это порядка 30 тысяч квадратных метров. У нас самая большая в стране программа переселения. Мы на первом месте в Российской Федерации по объему переселяемого жилого фонда, ветхого жилого фонда. И у нас до 1 января 2017 года вот этот второй этап программы составляет более 1 миллиона 100 тысяч квадратных метров. Это самый большой в России. Если брать Чурапчинский улус, то из сельскохозяйственных районов нашей республики он находится на первых местах по количеству переселяемых метров. Накануне Айсан Николаев встретился с представителями крупных поставщиков продовольственных товаров в регионе. Ключевыми на повестке дня стали вопросы деятельности предпринимателей в текущей экономической ситуации, а также меры поддержки, которые бизнесу может оказать правительство региона, продолжит Ульяна Шагина. Вопросы на встрече коснулись ситуации с изменением цен, в частности их повышения от производителей, которые сложились в центральных и южных регионах страны. Кроме того, федеральные поставщики из-за скачка курса доллара останавливают отгрузку товара, а якутским предпринимателям необходимо заполнить склады до закрытия переправ. Мы все прекрасно понимаем, что мы отдаленная республика. У нас очень сложная логистика, очень сложный завоз и тем более сейчас переправа. Мы именно нацелены на то, чтобы правительство, именно Минтранс помог сделать зеленую ветку для поступления продукции до переправы, именно насытить наши базы. Глава региона дал поручение Министерству предпринимательства республики проработать вопросы с федеральными поставщиками продовольственных товаров первой необходимости. Такой подход не только детализирует решение проблемы, но и позволит оперативно реагировать на возникающие изменения. Допустим, с теми же мукомольными поставщиками, с теми же Союз сахаром, ну и, соответственно, готовить обращение по тем или иным проблемам в адрес Минпромторга Российской Федерации, в адрес министра Мантур. Говорили на встрече и об использовании мер региональной поддержки предпринимателей, в частности финансовой и налоговой. Эти механизмы правительство региона сейчас разрабатывает, они будут приняты в ближайшее время. Ульяна Шагина, Григорий Охлопков, Якутск. Якутия прежде всего известна как край суровых морозов, а также славится своей природой и таежными лесами. Есть у республики и другие поводы для гордости. Предприниматели, деятельность которых вышла за границы родного края. В свете последних событий республиканские предприниматели также осуществляют деятельность по импортозамещению. Так, компания «Саха-чай» представляет линейку продукции, ориентированную не только на регионального, но и федерального потребителя. Местная торговая марка осуществляет полный цикл производства чая, дикорастущего сырья на профессиональном оборудовании. Сбор сырья производится в экологически чистых районах республики.
Сейчас, конечно, у нас тоже непростые времена, но ничего, мы как-то вот перенастраиваемся, ищем другие рынки сбыта. Ну вот, например, сейчас разрабатываем Китай, Южную Корею, начали переговоры с Дубаем, да, и максимально, конечно, для внутреннего рынка у нас. Если даже другие российские какие-то компании думали, сейчас уже вот как раз после последних событий они начали сами на нас выходить, и, ну, есть какой-то спрос, и это нас, конечно, вдохновляет. Более того, к столетию ЕАССР Саха-Чай выпускают отдельную брендированную линейку товаров со специально разработанным дизайном. Таким образом, местные товаропроизводители делают свой вклад в мероприятие к грядущему столетию республики. Вот, например, мы вот так создали набор, и тут полностью все, что здесь находится, это все полностью наше местное, конечно, наш чай, местный шоколад, который здесь полностью делается с использованием наших местных ягод, наш мед, варенье брусничное. И также мы положили, например, вот чай Ухту, это вот знак, чтобы пробудились именно национальный дух, культурное наследие, именно вот знак воссоединения, вообще именно в знак столетия СССР. А в городе Санкт-Петербурге состоялась презентация якутского регионального туристического маршрута, посвященного столетию ЕАССР. В экскурсионный тур вошли локации, так или иначе связанные с Якутией, от Смольного собора до Васильевского острова. Проект организован постоянным представительством республики и городским комитетом по делам Арктики. Первую прогулку по якутскому Санкт-Петербургу представляет Айсана Бурнашова. Петербург – культурная столица России. Его имперское наследие, богатство архитектуры, многочисленные музеи и театры давно стали магнитом для туристов. Но мало кто знает, что главные туристические мекки города связаны и с якутянами, как, например, сквер Екатерины Великой. Ведь еще в начале 18 века с императрицей лично встретился Сафрон Сыранов. Это первый якутский депутат, который был таким деятелем государственного уровня, донес до нее прошение народа Саха об улучшении жизни, о предоставлении якутам получать высшее образование. А вот литературное кафе «Бродячая собака», где в 20 веке наравне с Ахматовой и Маяковским выступал Василий Никифоров-Кюльмныр. Или Смольный собор, где уже в наши дни работал, по сути, строил город губернатор Яковлев, уроженец Алекминска. И это лишь малая часть знаковых мест для якутян. В маршрут входит более 10 точек. Это, в принципе, это маршрут экскурсия по городу Санкт-Петербургу, но именно с привязкой к Якутии, к истории. Мы рассказываем о людях. Пискаревское мемориальное кладбище, памятники блокадного Ленинграда, Заячий и Васильевские острова, аллея якутян на Черной речке. Это не просто точки на карте, это исторические связи, по которым в том числе и проходит якутский маршрут. Интересный рассказ, мне очень все понравилось. И даже очень много узнала о своих сородичах, даже 17-18 веков. Вот эта экскурсия покажет, а что внесли в жизнь Петербурга якуты, как они защищали этот город во время Великой Отечественной войны, во время блокады. Первый тур по якутскому маршруту завершился. Впереди будут и новые. Организаторы планируют расширить локации и рассказать о якутском Петербурге еще большему количеству туристов. Подробности на сайте Поспредства. Будет очень популярен не только у жителей Якутии, гостей из Якутии, но, конечно же, и у жителей нашего города, потому что будет рассказывать и отражать, как на судьбу Петербурга повлияли выходцы из других регионов, в том числе Якутии. Айсана Бурнашова, Виктор Олесов, Санкт-Петербург. Подготовка к юбилейному цеху Лонхо в Верхневилюйском районе продолжается. Строят пункты питания, трибуны, а также 20 якутских балаганов для наслегов. Сделаны они из сип-панели, размеры 4,5 на 5 метров. Их должны достроить до начала лета. В балаганах будут принимать гостей из других районов. Строительная бригада из 7 человек трудится. Каждый день все идет в соответствии с планом. Единственная проблема – это отсутствие постоянного электричества, поэтому работают с помощью переносной дизельной станции. Строится большая трибуна. Навес, наверное, будем покрывать в мае месяце, когда потеплеет. И уже мы должны быть готовы уже 20 числом июля.
После проведения цеха мы должны передать вот эти балаганы желающему индивидуальному предпринимателю, чтобы он занимался, гостевой дом, чтобы праздник, если и даже как гостиница, чтобы работали. Далее о спорте. Командный чемпионат республики по шашкам проводят в Якутске. В соревнованиях участвуют 24 команды. По словам судьи соревнований Гаврила Винокурова, определить победителя заранее весьма сложно. Силы равны и трудно выделить отдельных фаворитов. Отмечу, что данный чемпионат отборочный к 8-м спортивным играм народов Якутии, которые пройдут этим летом в Усть-Алданском районе. Путевка на игры будет выдана 10 лучшим командам. Чемпионат проводят по швейцарской системе в 9 туров. Участники доказывают свое мастерство как в русских, так и в стоклеточных шашках. Действительно очень сильный состав. Если у нас в республике 14 гроссмейстеров сейчас в данное время, то здесь участвуют за районы 11 гроссмейстеров. Так что в некоторых даже улусах по 2 гроссмейстера. Чемпионы мира, Европы, России, очень много, очень сильный состав. Но мы вот за 10-е место боремся, претендуем со своими вилюйскими группами районов. Какой результат будет предсказать очень сложно, конечно, но игра покажет. Также в Якутске продолжается чемпионат и первенство Дальнего Востока по кикбоксингу памяти первого чемпиона мира из Советского Союза Александра Иванова. По итогам соревнований лучшие спортсмены получат право представлять федеральный округ на чемпионате страны. В этом году на турнир приехали кикбоксеры из Хабаровского, Приморского, Камчатского краев, Сахалинской области и Якутии. По словам вице-президента Федерации кикбоксинга России Александра Березкина, в прошлом году Якутск организовал лучший чемпионат России по кикбоксингу. Кстати, сборная Якутии в этом турнире одна из самых представительных. В числе спортсменов выступают и прошлогодние звезды Тимофей Сивцев, Аял Местников и Михаил Иванов. Мы, как правило, выступаем в 2 разделах. Это К1 и фулл-контакт с лоу-киком. Сейчас проходит фулл-контакт с лоу-киком. Они кажутся с виду как будто одинаковые, но в К1 разрешаются удары коленом, с колена можно бить, и удар бэкфист, то есть с разворота рукой. Это меняет вообще картину боя, и стиль даже боя меняется, поэтому это разные разделы. Но они самыми жесткими являются в кикбоксинге, полноконтактными. Мы следим за развитием событий, оставайтесь с нами.